Айда подкаст. Учим татарский. Друзья, всем привет! Исянмисыз, это Айда подкаст. Меня зовут Айнур, и я учу татарский. Мин татарша үйренем. Менің есімім Эльза, мин татарша үйретем. Эльза, какая у нас сегодня тема? Что мы учим? Сегодня мы изучим лексику, то есть слова и фразы, которые нам понадобятся, когда мы захотим сделать покупку в татарском магазине или на рынке. Супер актуальная тема, потому что когда я переехал в Татарстан, одно из мест, где я встречал татарский язык, это действительно был либо рынок, либо какой-то магазин. Ну, давай, очень интересно. Что там? Прежде всего, это люди, которые продают и покупают, да? Сатушы – это человек, который продает. А можно я попробую угадать? Сотып алушы. Сатып алушы – это покупатель. Супер. Һәм сатып алушы һәр вакытта хаклы. Хоклы – это прав. Ага. Всегда прав, да? А можно вопрос? Сатып алушы отдельно пишется? Да, Отдельно, хорошо. Значит, где мы совершаем покупки? Это торговые центры. Ага. Центр по-татарски «узек». Узек. Например, центр города Шахар Узеги. Значит, если торговый центр, то это будет Сеуде Узеги. Сяудя узек. А сяудя – это? Торговля. Торговля. Вот были же торговцы, купцы. Сяудягерлер. Саудагерлер. Дальше магазин, да? Кибет. Кибет. Ну вот можно, наверное, вспомнить слово кибитка. Вроде, да? Кибитка есть такой, да. То есть Ну, вообще, в Татарстане везде пишут кибет на этих вывесках. Да, это магазин. Пятерочка кибеты. Да. И на рынке, да, можно приобрести какие-то продукты. Базар. Это базар. Базар. Татаршада базар. А вот просто бабушка на улице. Эби урам, да? Да, эбиден алдым. Так говорят, да. Әбиден Купил у алдым. бабушки, эбиден алдым. Там Шешеклер. тузлы кыяр, шешеклер. Демек, представим, например, ситуацию жилек-жимеш һәм яшелчәләр базарында. Ой, сложно. Так, ну это что-то овощное и Фруктовое. Жилек-жимеш һәм яшелчәләр. Жиляк это ягоды. Жилек-жимеш это вот вместе, это парное слово. Фрукты-ягоды. Да. То есть пишется через дефис. Жилек-жимеш это фрукты. То есть оно переводится как фрукты. Ага, а жимеш отдельно что такое? Жимеш это сухофрукт. Угу. Жилек-жимеш это значит фрукты вместе. Ничего себе, интересно. Ая. Жиляк ягоды, жимеш сухофрукт, а вот жиляк-жимеш... Вместе это фрукты. То есть изюм, курага это все жимешлер. Яшельщелер ты сказал, да, еще? Зелень. Яшельчәләр это овощи. Овощи. Мгм. Яшель это зеленый. Зелёный. Яшельчә это овощи. А есть отдельно для зелени? Вот там петрушку? Бар. Яшеллек. Блин, яшелек. Яшелек. Яшеллеклер. Звучит как молодость. Яшелек. Ансы яшлик. Яшлик. Станция Яш. Яшлик. Яшель. Итак, у вас спрашивает сатушы нәрсәләр кирәк. Что нужно? Что нужно? И вы, например, перечисляете или спрашиваете нәрсә бар, что есть. Ну, то, что вот только что, да, и свежего. Вот, кстати, слово «свежий» очень интересно, потому что вот прямого перевода не существует, насколько мне известно, поэтому вот эти фразы, выражения в магазинах, да, они выглядят иногда, ну, смешно. Мы же видим то, что люди фотографируют там со знанием татарского языка и выкладывают. Это очень смешно выглядит, потому что, видимо, переводчики используют какие-то словари, электронные переводчики. А вот вообще я рекомендовала бы использовать слово «яңа» просто. Вот если это свеже про рыбу, то это свеже, только что выловленная рыба. Яңа тотылган балык. Ага, яңа тотылган балык. Яңа. Только что пойманное. Яңа это значит только что. Мгм. Это и новый, и только что. А если про свежий хлеб или выпечку, то это будет яңа пешкен. Ага, яңа Только пешкен. что. Мгм. Что еще может быть свежим? Мясо? Что? Так, это уже посложнее. Ну, вообще, Яңа киселген. яңа, ну, можно просто сказать, яңа китерилген. Яңа Только что вот привезенный. привезенный. Нашвайрак. Молоко. Яңа Яңа выделенное. саулган. Саурга это доить. Доить. Ага. Вот парное молоко тоже будет яңа саулган. Ну, свежий хлеб. Это яңа пешерильген. Яңа тоже, пешерильген. Выпечка вся это туда. И пи, да. Потом хорошее прилагательное для продуктов, да, темли. То есть, Вкусный. да, спрашиваем темлеме, темли. Ну, никто не скажет темсис, да? Слушай, а мне кажется, что кто-то говорит иногда будто темне через «н». Да, Есть такой момент? слышится, да. Это слышится темне, но это естественно, потому что, ну, это ассимиляция это называется. Такая пассивная ассимиляция. То Как есть солнце, да?
Да, как солнце. То есть вот этот звук М в этом Мгм. случае ассимилирует букву Л. Ага. Ну, звук Л. Темне, да, говорят. Темле пишется темле. Вот. И сусел. Это вот можно говорить про фрукты, про овощи. Сусел такой вот. Это что? Ну, похоже на слово су, да? Мгм. Какое оно? Какое, типа, жидкое какое-то? Водянистые, Ага. сочные. Ага, сочное, вот. Сочные. Сусел. Сусел помидорлар, например. Мгм. Да? Потом нужно уточнить, откуда они привезены, да? Часто же это имеет тоже значение. Да-да-да. Например, бу помидорлар куаян кильген. Ага. Мгм. Там. Например, бу помидорлар Бакудан. бакудан кильген. Откуда? Бейесе купме. Сколько цена бае? Да, и, кстати, вот я не знаю, ты практикуешь ли ты, я вот часто спрашиваю, потому что может написано быть одна цена, но после вашего разговора на татарском языке вам могут сделать Ну, это на какой-то рынке. уступок. На рынке. Да, на рынке. Да, Ну это ж и диалог, как правило, происходит тоже на рынке. То есть я не да, да. представляю, что прийти там в какой-нибудь магазин и просто стоять и общаться с кассиром, да? Ну, то есть это В там... пятерочке, да, там уже очередь набралась, Да, 15 человек. Все такие, ну а что, ты нищий сидишь и хозяин. уточняешь, откуда, да? У меня татарский язык помогал всегда, вот знаешь, по всему миру в турецких кебабах. Е. Бір екі сөз татарша айтсаң, олар сеңа постоянно делают скидку. Скидка Ташлама. ташлама. Ташлама, да. То есть то, что сброшено, Мгм. выброшено. В этом случае цена. А ташлама звучит же как глагол, типа, наоборот, не Не выкидывай, выкидывай ташлама, типа. эйе. Это как алма. Мгм. А вот это вот, Это окончание «ма», это ага. тоже амоним получается, и оно имеет несколько значений. То есть по контексту можно понять, Ну, по что контексту, да. да, У меня такое было со словом мороженое тундырма. С одной стороны, типа же, не замораживай, а с другой эйе. стороны, тундырма, замороженный, Эйе, типа. бу шарапта дошло, в этом Да, случае также. хорошо. Итак, уточняем цену, да? Бейесе купме, Бэйсик купме. да. Или нище сум тро. Нищая сумтура. Сколько стоит Да, рублей? это вот Сколько рублей? два Мгм. варианта. Бейесе купме, нище сум тро, или просто нище сум. И потом у вас, ну, вам говорят столько-то рублей сум. Сум — это рубли. Кстати, по поводу сумм, очень интересный момент. Мгм. Когда выкладываешь татарские ролики, и татары говорят, ну там, они же, не говорим рубли, мы говорим сум. Эйе. Пишешь сум. Мгм. И все представители среднеазиатских А, республик, они думают, у вас что там, своя валюта, сум? да, Потому что в Кыргызстане же сомы там, например. Ага. Да, Вот, кстати, у нас мы говорим сум, и у нас еще есть копейка, тиен. тиен. Откуда вот это А слово тенге? произошло? Тенге — это серебряные монеты. Ага. Ну, или вообще монеты. Просто слушал тоже, типа, биштенька, которая. Типа, вот Да, что имели в да. виду. Это вот, Типа, будто в копеечном значении знаешь, будет. что это значит? Что Ага. у народа есть своя память. Мгм. Что когда-то у этого народа существовали, ну, было свое государство, было свои Своя валюта. валюта, да, и так далее. Это вот об этом. То же Мгм. самое, что вот мы же используем фразу «хон заманында». То есть если мы хотим сказать «когда-то давно», мы говорим «хон заманында». То есть вот эти слова, они есть в языке современном тоже. Мы о них не задумываемся, но вообще они у нас в пассивной памяти, в лексике существуют. Тенке, да, нище тенке. Сколько рублей? Ну, сколько стоит? То есть, ну, тенге, да, то же самое, что сом, Да. получается. А вот я хотела сказать еще про тиен. Тиен — это белка. Тиен и белка, и копейка. Это произошло тоже от того, что когда-то... Валюта была шерсть белки? Эйе. Ничего себе. Вот оттуда это все Интересно. сохранилось. Тиен. И, кстати, нище тиен тоже говорят. Нищатиен. Мгм. То есть это вот прям такая... Это получается, будто, ну, искусственно, вот мы там рассказали, тиен, пусть будет копейки, сом, но по факту, когда мы говорим нищатиен, сом, тенге, это типа вот, ну, сколько стоит, грубо говоря? Эйе, в живой речи. Потом, если вам кажется, что продукт дорогой, то вы говорите Кыйбат? кыйбат, Кыйбат. кыйбат екен. Или киммет. Ким? Киммет. Демек, кыйбат и киммет. А если вам кажется, ну, редко, наверное, кажется, что дешево. Или говорят же иногда подозрительно дешево, да? Это будет ощсыз. Ощсыз. Мгм. Интересное слово. Да. Ощсыз с отрицанием, да? Да, ощсыз — это с отрицанием, хотя вот если мы скажем значит ощ? ошло, Ощсло. это значит острый. Острый. Не Да. острый, типа? А здесь ощсыз. Ощсыз дешевый. То есть вот если ты скажешь ощсыз, то здесь не будет двух значений. Тут только одно значение. Ты имеешь в виду дешевый. Мгм. А вот если ты скажешь очло, то это значит острый. Это вот ощ — это конечность. Да, да. Ага. Вот очло — это значит острый. А как будет не острый тогда? Тупой.
Тупой. Ш тоже будет не Вот надо острый. подумать. Как сказать корректно? У меня Ошло нож, типа, тугель. не острый. Ощуюк. Вообще Кисми. Ну, не режет. не режет. Мгм. Ощусыз не говорят так. То есть очень в одном у нас стал острым, а в другой вообще ушел, очень превратился в дешевый. Интересно. Кстати, ощ еще, если вот те, Летай. кто жители, да, жители деревень, это значит один конец деревни, Мгм. бу ощё, и кинче ощё. То То есть- буяга тиги-яга. Самый край, получается, Мгм. деревни. Очень острее. Это используется, да. Интересно. Мгм. Значит, ощусыз. Ощусыз екен, олам, да? Оказывается, дешево, беру. например. Олам беру. Мгм. Мгм. И если вам кажется, например, что кибат, Мгм. можно попросить ташлама, как мы уже сказали, да? Скидку. Да, и спросить, ташлама барма? Мгм. Скидка есть ли? Мгм. И, кстати, часто вот на рынках, когда ты перечисляешь необходимые продукты, вас периодически спрашивают, «Тагын нәрсә кирәк?» Еще что-то Да, нужно, еще типа? что-то, еще что-то, еще. Ну, это, Возьмите видимо, товары по акции. Да, это, видимо, такой метод, да? Мгм. И главное вовремя остановиться и сказать «житте». Мгм. Можно сказать, житте это хватит, да? Хватит, битте? рахмет. «Житте рахмет». Житте рахмет. Битте Закончилось. это закончилось, да. Да-да-да, Ну, «житте» хорошо. это значит достаточно, все. Мгм. И существует такая практика интересная, да, то, что люди берут в долг под запись. Да, да. Ну, это в деревнях. Да, есть обычно. такое, да, точно. И существует в связи с этим такая фраза «яздырып алам». Возьму, записав. То есть, потому что твой долг ее записывает. Долг вообще переводится как бурыш. Бурыч. Бурыш, да. Бурышка алам, беру в долг, а бурышны кайтарам, возвращаю Мгм. в долг. Можно спросить, бурышка бересизме? Дадите ли в долг. Мгм. Да. Ну, или просто предложить тогда, если существует такая услуга. Но в пятерочке это не прокатит. Нет, Я напомню, мы это- не про пятерочку, да? В какой-нибудь татарской деревне. Да, Может быть, практикуется до сих пор, не знаю. точно практикуется. Этим летом был. Пришел с карточкой, карточка не работает, на имя моей бабушки записали. Да? Да. Ёздырып алам. Ёздырып алдым. То есть взял, Еще там спрашивают, есть вопрос, с кем гакильдыгас? дежурный, да? Да, И да, да. все. Кому приехали, да. Камалая. И все. Здорово. Ну вот, пока на этом все. Другие более подробные материалы можно найти на сайте нашего проекта Эйда онлайн. По адресу azatlyk.org/эйда. Вы слушали Эйда подкаст, и с вами были его ведущие Эльза. Һәм Айнур. Большое спасибо. Уңышлар сезгә, сау булыгыз. Рәхмәт, сау булыгыз. Эйда подкаст. Учим татарский.